Только при тесном взаимодействии Московской и Остинской общины с постпредством удастся эффективно решать все поставленные задачи. Об этом говорили на встрече Бориса Джанаева с представителями Остинской общины. Речь шла о вопросах, связанных с остинами, которые проживают в столице. В разговоре приняли участие председатель общины Бексултан Уртаев, председатель совета старейшин Сергей Никоев, настоятель Аланского подворья Вячеслав Джейранов и другие представители остинской общественности. Борис Джанаев представил конкретный проект совместной работы с общиной. В нем четко прописаны направления деятельности, включая общение земляков, взаимодействие с молодежью и информационную поддержку. Кроме того, Борис Джанаев рассказал о программе социально-экономического развития республики и о наиболее значимых и масштабных мероприятиях, которые ожидают Северную Осетию. В частности, речь шла о 1100-летии крещения Алании, которое регион отметит в 2022 году. Напомним, Московская Остинская община оформлена в 1989 году. Она самая многочисленная из всех существующих. По официальным данным, число осетин, проживающих в столице, около 50 тысяч человек. По неофициальным их более 70 тысяч человек. Обозначили много различных вопросов, совместных вопросов о взаимодействии, совместной нашей работе с общественностью. Это работа и с молодежью, работа и с нашими представителями культуры, деятелями, это работа и с бизнесменами. У нас задача одна – работать на благо республики, совместно решать все те проблемы и поставленные задачи, которые мы видим. Я хочу подчеркнуть, что мы признательны за эту встречу, что самое главное, мы выразили единое мнение, что мы готовы к дальнейшему такому плодотворному сотрудничеству. И спасибо еще раз нашему представительству, в частности, главе представительства Борису Борисовичу Джанаеву.